Сегодня мы поговорим о сообществе анонимных алкоголиков, организации, объединяющей миллионы людей по всему миру, стремящихся избавиться от алкогольной зависимости. Наш гость – человек, чей жизненный путь тоже прошел через трудности борьбы с зависимостью и кто посвятил себя помощи другим людям обрести свободу от алкоголя. И давайте познакомимся поближе. И имя мы скрыли, решили оставить анонимным в рамках традиций нашего подкаста. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем со знакомства. Как вы пришли в анонимное сообщество алкоголиков? Как вы стали членом? Когда? Сколько вам было лет? Спасибо. Меня зовут Иван, я член Содружества анонимные алкоголики. На сегодняшний день я трезвый абсолютно более 7 лет. Стаж употребления у меня около 30 лет. В Содружество я пришел повторно в 2017 году, потому что ранее понимание того, что у меня есть проблема, она присутствовала, потому что где-то около 40 лет, наверное, примерно, я начал задумываться, потому что те проблемы, которые возникали, они приводили меня к тому, к этой мысли, что что-то не так. Потому что к этому времени, к 40 годам, я имел уже устойчивую зависимость, состоял на учете в наркологическом диспансере, неоднократно там лечился и все еще думал, что это все случайно может быть. И тем не менее вот эти постоянные попадания в лечебницу после серии запоев, да, они все-таки подвели меня к мысли, что есть проблема. И я неоднократно пробовал всевозможные методы, Лечение. проходил какие-то психологические курсы с помощью религиозных каких-то направлений, пытался от этого избавиться. Но, как я сейчас понимаю, уже на протяжении более 7 лет, что я нахожусь в Содружестве, изучал эту проблему, я понимаю, что на тот момент, когда я думал, что мне надо просто какое-то время не употреблять то есть всевозможные воздержания, да, какими-то медицинскими путями, либо клятвы перед своими близкими, перед женой, перед матерью, перед детьми. Я думал, что как-то каким-то образом возможно удержаться какой-то период, пройдет время, организм восстановится, как говорят, мозги встанут на место, да, и тогда можно будет снова продолжить употреблять. Потому что мысли такое о том, чтобы совсем бросить пить, оно как-то не возникало. Несмотря на то, что я понимал, проблема есть. Потому что все началось с того, что в здоровье стали происходить какие-то изменения. Плюс появились эти запои, когда я абсолютно утром трезво иду на работу, у меня есть важные какие-то дела, мероприятия, но по какой-то причине я не могу спокойно и здравомысленно их решить. Я напиваюсь в самый неподходящий момент. Точно так же и дома. Дети, жена, есть какие-то обязательства, но на ровном месте буквально идешь и напиваешься. То есть Это бесконтрольно. это бесконтрольно, то есть контроль полностью отсутствует. Но на тот момент, на протяжении многих лет, у меня было убеждение, что это все находится под контролем. Я же работаю, я деньги зарабатываю. У меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть друзья и вообще какие-то полностью социально есть полностью обеспеченность,
Но уже в процессе, вот, находясь уже в сообществе анонимных алкоголиков, проходя программу «12 шагов», я начал понимать, что это большая иллюзия, которой подвержены все алкоголики. Ну и не только алкоголики, люди зависимые. Там, наркомания, там, какая-то игорная там, зависимость, да, компьютерная и так далее. Потому что у человека возникает иллюзия того, что он все контролирует. На самом деле уже в какой-то определенный момент контроль уже полностью отсутствует. Потому что, несмотря на то, что есть какие-то, вот, к примеру, да, вот я уже говорил, приводил пример, утром абсолютно идут трезвые на работу. Но какая-то причина внешняя, а может быть и внутренняя, да, приводит меня к тому, что я там, ну, к примеру, там, разозлился, что-то пошло не так, как я хотел. И это приводит меня к мысли, что все, надо пойти это, расслабиться, выпить. И это уже процесс такой, который бесконтрольный. В анонимных алкоголиках это называется аллергия тела, да? Как только человек начинает выпивать рюмку, рюмка его захватывает, и он начинает продолжать пить снова и снова, снова. То есть это уже такой феномен тяги. Это уже когда у человека сформировался алкоголизм. И плюс еще одержимость ума. Когда я, зная наперед, что я запойный алкоголик, что у меня возникают постоянные проблемы, что я пью не один день, там, не два даже, и не три, пью вот, как бы систематически и постоянно. И это приводит к каким-то проблемам. И плюс еще, ну, здоровье там, что-то еще там происходит, да. Тем не менее, абсолютно трезвый беру эту рюмку. И при этом думаю, что в этот раз все будет по-другому. То есть это своего рода такое вот безумное Самовнушение. мышление. Мгм. И это говорит о болезни. Потому что вот я раньше, допустим, вот я состоял на учете, но при этом как бы не особо понимал вообще, что значит учет. Я знал, что да, есть определенные ограничения, там, допустим, я не смогу там купить себе там оружие, да, или, к примеру, там с водительским удостоверением будет проблема, там, и что-то еще там какие-то медосмотры там. Но при этом даже не задумывался о том, что сама по себе болезнь, она хроническая, потому что она постоянно, да, постоянно происходит. Плюс она еще неизлечимая, поскольку на сегодняшний день нет такого эффективного лекарства, которое бы алкоголизм могло вылечить. То есть я попил таблеточки какие-то, прошел курс лечения и полностью выздоровел. Этого на сегодняшний день, к сожалению, нет. И она еще, мало того, она еще прогрессирующая. Почему прогрессирующая? Потому что человек находится в ремиссии, но при этом не занимается своим развитием. И в какой-то определенный момент, как всегда неподходящий, да, он снова напивается. Это говорит о том, что болезнь сидит глубоко внутри. Потому что если этим не заниматься, собой не работать, то рано или поздно человек напьется. Есть множество и масса примеров, когда, ну, вот даже вот взять вот наше содружество, да, те, кто не занимается программой саморазвития, те, кто не работает над собой, не занимается помощью другим алкоголикам, другим людям, рано или поздно, сколько бы у них не было сроков трезвости, они напьются. Некоторые люди говорят, ну, вы там это, воздержанники, да. Ну, на самом деле, может быть, это и так. Но, тем не менее, вот программа вот 12 шагов, она помогает человеку развиваться. То есть он не стоит на месте. Потому что нашу болезнь некоторые сравнивают с эскалатором метро, который идет вниз. Если человек не развивается, стоит на одном месте, он рано или поздно это приведет его к употреблению и печальному концу, то есть к смерти от алкоголя. Таких людей, к сожалению, очень много. И с другой стороны, там, где не работает убеждения близких,
врачей, психологов. Вот как раз именно алкоголь обладает большой силой убеждений. Потому что в свое время меня вот жена просила, да, хорошая жена, хорошая мама у меня. Ребенок даже маленький там стоял на коленях, просил меня, чтобы я не пил. Я вот тоже вроде плакал, да, и тем не менее тут же шел напиваться, потому что не мог справиться с этой вот зависимостью. Потому что человек вот больной, он не понимает природу своей болезни. Все время я пребывал в иллюзиях, что когда-нибудь там с понедельника начну новую жизнь, или вот со следующего месяца, или вот лето наступит, я обязательно брошу пить. Но, к сожалению, в определенный момент это не происходит. Потому что я думаю, скорее всего, что человек, он алкоголиком не рождается. Человек просто со временем, постоянно, систематически употребляя, может стать алкоголиком. Хотя некоторые приводят там некоторые примеры того, вот у меня дедушка, к примеру, там до 100 лет пил, там курил и ничего. Ну, слава богу, это вот такие уникальные, здоровые люди есть. Вот если бы они не пили, то он бы дожил, наверное, лет до 150, да? А так, ну, можно привести массу примеров, когда рано или поздно человек этот, который сам по природе здоровый, все равно испытывает какие-то, ну, со здоровьем проблемы. Там. Или, может быть, ну, какая-то ситуация произошла, та же на дороге, допустим. Чуть-чуть выпил там, случайно там сбил кого-то, ну и вот жизнь это пошла наперекосяк. Хотя он, может быть, выпил там немного, но уже факт то, что он было употребление, уже, как говорится, идет не в его пользу. С чего у вас все началось? На самом деле, я Сколько вам думаю, было лет? история, наверное, такая же, как у всех, наверное, потому что впервые я попробовал алкоголь, наверное, лет в 12, наверное, когда старшие ребята предложили, предложили выпить. И на тот момент я как бы не испытывал такого желания, но факт то, что вот старшие проявили там ко мне там внимание, уважение, там дали мне этот, протянули этот стакан, я его выпил. Хотя мне вкус алкоголя вообще не понравился, но тем не менее вот как-то вот в этом поучаствовал. Ну, потом, конечно, я не особо там не втянулся в это сразу, но, скажем, в этой среде вот нашей молодежной, которые вот, ну, школьные даже, или среди друзей, сам факт выпивки, да, употребления алкоголя, ну, как бы являлся таким признаком взрослости. Так же, как и курить, да, покурить там первый раз с ребятами, выпить с ребятами. Это вот как бы считал, что я взрослый, самостоятельный, могу принимать решения. И в процессе потом, когда я устроился на работу, там был уже в 20 лет, был мужской коллектив, работа связана была такая с риском для жизни. И, естественно, мы после работы всегда употребляли. И мне казалось, ну вот, старшие товарищи снизошли до нас, до молодых, да, и мы им в рот заглядывали буквально там и вместе с ними употребляли. Ну и в процессе молодые, там, семьи не было, там, естественно, мы свободное время проводили в компании, а в компании всегда вот была выпивка, несмотря на то, что это были 90-е годы. По-моему, тогда нашу страну просто залили алкоголем по самые эти уши. Все время все пили, денег не было, но где-то находили.
И в процессе вот я не заметил даже, как вот втянулся, потому что все мои, вот, допустим, э, дела я решал с помощью алкоголя. То есть идем там с девушками знакомиться, обязательно берем с собой алкоголь. Едем на рыбалку, берем алкоголь. Едем на охоту, берем алкоголь. Идем на танцы, берем алкоголь. Просто скучно, что делать? Берем алкоголь. Как-то жена моего друга спросила, а мы с ним одноклассники, ну, с самых таких детских лет, много что связывало, там и работа совместно, и учеба. Ну, в общем-то, было о чем поговорить. Но как-то мы в это привыкли все время употреблять. И она говорит, а вы, говорит, друзья же, говорит, одноклассники. Вы что, не можете просто посидеть, чай попить? Зачем вам алкоголь-то? Мы, естественно, сказали, ну, конечно, можем. И когда попробовали, у нас ничего не получилось. Вроде как-то чего-то не хватает. Вроде есть общие интересы, но разговор не клеится. Это уже как раз тогда было понятно, что возникли проблемы. А я тогда думал, что у меня семья есть, дети есть, работа есть, все стабильно, все нормально. Ну какой алкоголик? Алкоголики это вон те, которые вот на автовокзале ходят, там, у кого там дома нет, работы нет. Вот такое вот впечатление было. Но тем не менее, я даже не подумал о том, что сколько раз в неделю я выпиваю. Это практически, ну, чуть ли не каждый день было, не считая того, что там пятница, суббота, воскресенье это как бы законные такие выходные, и нужно употреблять. Но наступило определенное время, когда даже работу не останавливал. Я на работу с алкоголем ходил. И сколько раз у меня было таких моментов, когда своих коллег подставлял, начальника подставлял, потому что не мог выполнить возложенную на меня работу. Но, тем не менее, в памяти моего руководителя в голове все еще сидело, что я нормальный работник. Сколько раз прощал, и тем не менее наступил такой период, когда со мной, ну, просто попрощались. А И что послужило вот пусковой причиной? Обычно все равно говорят все из детства. Может, родственники выпивали, родители, бабушки, дедушки. Такое тоже может быть. ну, Есть такое понятие, вот наследственный алкоголик? деструктивная семья, Да. к примеру. Ну, если говорить о моей семье, то отец у меня рано умер. Насколько сильно он употреблял, точно не могу сказать. Но факт в том, что он употреблял, это одна из причин, может, его заболевания. Мама у меня совершенно не пила. То есть с детства я никогда не видел, ну, с такого сознательного возраста, где-то вот с 8 лет, вот, не видел, чтобы у нас на столе стоял даже в Новый год бутылка какая-то. Но рядом были соседи, рядом была улица, потому что как в 80-е, 70-е наша улица, можно сказать, там воспитывал. Поэтому это все было видно. И на самом деле как-то не возникала мысль, что это как-то неправильно. Считалось, что это нормально. И нормально, когда человек валяется под забором, весь обоссанный там. Вот это считалось, ну, пить не умеет, так, тогда еще так говорили. Возможно, и сейчас говорят. И в моей голове тогда и не возникала мысли, что что-то неправильно. Наоборот, считалось, что это нормально. Вот даже вот помню, по молодости там вот часто любили рассказывать друг другу, кто где как провел время, да. Ну, по-простому это говорится так, кто где как бухал, как там весело проводил время. И в основном вот рассказы были вот такие вот. Потому что даже поговорка была, да, те, кто не пьет, это либо язвенники, либо трезвенники. С таким людям с подозрением относились, что-то не то. Поэтому те, кто выпивал, это считалось вполне нормальным, там, веселый, общительный, компанейский.
И, скорее всего, это вот такая вот общее такое заблуждение общества и привело к тому, что многие это, в том числе и я, начали спиваться. А что вы употребляли в основном вот на протяжении 30 лет? Крепкое, алкоголь, пиво? Но большую часть времени, конечно, я употреблял крепкий алкоголь. Потому что если взять, допустим, ну, скажем, там такие вот эти легкие, там, как говорят, легкие, да, пиво, особо, ну, как-то, особо, ну, так, для старта, так сказать. А в основном крепкий алкоголь, да. Ну и в процессе, конечно, в процессе, когда уже с работы уволили, да, когда с финансами были вообще проблемы, потому что всем друзьям был должен, денег достать неоткуда было, работать я уже, ну, физически уже не мог какую-то работу там, потому что по своей специальности, допустим, я точно не мог работать. А вот каким-то физическим трудом заниматься, человек, который постоянно употребляет, тоже сложно. И, естественно, там, где какие деньги там наскреб, там, конечно, берешь крепкий алкоголь. Вот. А как это сказалось на здоровье? Ну, в первую очередь это, естественно, пострадали вот эти вот внутренние органы, там, печень, желудок. У меня язва, печень тоже, там, заболевания печени есть. Ну и, естественно, там какие-то другие там на сердце. И плюс еще различные там травмы, переломы, травмы головы. Вот, например, у вас шрам есть на лице. Это тоже, наверное, последствия от... Да, потому что у меня ни одного нет, ни одной травмы нет, которая бы не была связана бы с алкоголем. Потому что алкоголь это драки, э, падения, э, потому что, ну вот, без последствий как бы оно не бывало. Даже если ни с кем и никак, то обязательно где-то сам упадешь. Потому что пил до такого состояния, что уже не мог ну, вот просто ходить нормально. А какой вы были в пьяном состоянии? Агрессивный, нормальный? Какой? Ну, в процессе вот употребления, я думаю, все-таки они вот как-то вот сам по себе спокойный. Ну, вот такая вот натура. Но бывали моменты, когда агрессия проявлялась. Э, дома, к примеру, там. Это вот постоянная, наверное, была агрессия, особенно если там, м, ну, скажем так, вот приведу пример. Алкоголь же, он изменяет сознание. И плюс я как личность начинаю меняться. То, что я не могу сделать, совершить, допустим, в трезвом состоянии, то в пьяном состоянии я могу сделать легко. Э, Забирал деньги последние из кошелька жены. Я даже ее не спрашивал. Я даже не думал о том, что чем наши дети будут питаться завтра, как она на работу поедет. Я просто забирал и все. Ну, особо вещи там, может, и не продавал, но что-то, может, и продавал. Доходило до этого, потому что желание выпить вот сейчас вот, оно пересилило. То есть почему болезнь называют не просто вот это вот, когда, допустим, аллергия тела, да, когда я начинаю пить, я не могу остановиться. Это плюс еще падение вот, каких-то нравственных устоев, да, то, что вот я не сделаю, допустим, в трезвом состоянии, в пьяном состоянии очень просто это сделать. Почему вот много людей, допустим, совершают преступления? Там драки, убийства, изнасилования.
Потому что в пьяном состоянии это как бы вот отключается вот эта вот часть важная, и это сделать очень просто. И врачи и многие другие, вот, допустим, психологи, там, священнослужители говорят о том, что алкоголизм — заболевание не просто физическое, но психическое, потому что наносит травму моему мышлению психическому, да, плюс еще какая-то там проявляется там природа, плюс еще духовно, потому что идет потеря моральной, нравственной ценности.